Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – 104 сура Священного Корана, сура Аль-Хумаза. Эта сура Аль-Хумаза, состоит из 9 аятов. Постараемся подробно разъяснить самые распространенные ошибки, чтобы мы отдалялись от этих ошибок. Итак, первый аят. «Вайлюль ликулли хумазатил лумаза». Первое правило, которое нам следует применять, это правило идгама, ассимиляция без назализации. Идгам биля гунна. «Вайлюлли, вайлюлли, вайлюлли, кулли, кулли, хумаза, хумаза». Вот то же самое правило, которое здесь, мы применяем здесь. Это идгам без назализации, то есть ассимиляция без назализации. Хумазатиллу маза. При остановке аннулируется танвин, и звук ха переходит, звук та марбута переходит в звук ха. То есть аннулируется, и получается у нас «Вайлюль ликулли хумазатил лумаза». Второй аят. «Аллади». Естественное удлинение в размере двух огласовок. «Аллади джама'a ма'ля». А вот здесь у нас применяется правило ассимиляция не с полной назализацией. Идгам бигуна накуса. Удерживаем. Малауа аддада. Здесь у нас перед назализацией и перед применением идгама удлинение в размере двух огласовок. Малауа. При остановке это у нас мадсиля сугра, естественное удлинение в размере двух огласовок, которое применяется при слитном чтении. Постараемся в конце урока об этом поговорить. При остановке аннулируется огласовка и переходит в сукун. Итого получается у нас «Аллади джама'a ма'лау ва аддада». «Аллади джама'a ма'лау ва аддада». Третий аят. «Яхсабу». Ха – гортанный звук, и нужно на него акцент делать. Почему? Потому что после идущей буквы у нас свистящий син, и поэтому нужно обращать внимание, чтобы свойство свист оставалось полноценным. Яхсабу анна. Вот здесь у нас назализация в размере двух огласовок. Аннама. Ударение в размере двух огласовок. Ма лаху. Вот здесь у нас мадсиля сугра. Удлиняем в размере 4 огласовок и переходим на хамзу. И нужно быть очень внимательным, чтобы после удлинения звук хамза произносилось четко и ясно. Итого получается яхсабу анна ма лаху так как ха твердый звук, а потом на мягкий, то есть другими словами мягкий, твердый, мягкий. Итого получается малаху эхлада. То есть здесь аннулируется, как и в предыдущем, уходит огласовка и становится сукун. И таким образом третий аят будет звучать так. Яхсабу анна малаху ахлада. Четвертый аят. Калла. Вот то, что вы здесь замечаете, это называется тематические остановки, то есть смысловые остановки. И поэтому можете здесь остановиться и можете не остановиться. Если останавливаетесь или продолжаете, независимо от этого, ударение в размере двух огласовок после удвоения. Калла, калла, ла-юм. Вот если обратите внимание, над буквой нун вот стоит такой мим.
Это правило, которое нам подсказка, чтобы мы вместо мима произносили звук, вместо нуна произносили звук мим. Ла юмба, ла юмба, ла юм. Удерживаем в размере двух огласовок. Ла юмбадан. Вот за межзубный звук, чтобы нужно быть осторожным, чтобы не приходило звук за. Ла юмбаза, чтобы не было. Ла юмбадан, за. Ла юмбадан фил. Вот здесь, естественно, удлинение аннулируется и с огласовки мы переходим на лям. Филь, не филь, нет, филь, хута, мягкий, твердый, и аннулируется, переходит звук ха. Хутама, хутама, нет, хутама. Та максимально твердость проявляем, свойства твердости и эмфатичности у звука та. Филь хутама. Пятый аят. Вама. Здесь удлинение в размере 4 огласовок, которые применяем, и нужно быть осторожным, чтобы хамза произносилась четко и ясно. Вама ада. И после хамзы калкаля ада рака. Ра твердый, и после удлинения удлиняется в размере 2 огласовок, получается вама адрака. Вот здесь был у нас филь хутама, где аннулируется естественное удлинение. То же самое правило применяем здесь. Аннулируется удлинение, аннулируется хамза сыля. И уходим на лям. Мал хутама. При остановке касра аннулируется, уходит звук та и превращается в ха. Вама адрака мал хутама. 6-й аят. Нару. Удлиняем в размере 2 огласовок. Наруллахи. Вот здесь переходим следующий на лям. Итого получается, соединяем 3 слова вместе. Наруллахил. Наруллахил. Муқадах. Ударение в размере 2 огласовок. Муқадах. Остановка аннулируется, огласовка аннулируется и переходит звук ха. Муқадах. 7-й аят. Аллати. Ударение, естественно, удлинение в размере 2 огласовок. Аллати. Татта. Вот здесь очень нужно быть, обратить внимание, так как та и та, чтобы звук та не переходил в звук та, или наоборот, звук та до свойства фрикативности не доходило. То есть распространенные ошибки таттали'у или таттали'у, татта, или татта. То есть или та место заменяется буквой та, или та заменяется буквой та. И чтобы быть осторожным, аллати таттали'у. Вот здесь обратите внимание, посмотрите, пожалуйста, у нас айн и следующий айн. Нужно разделять между ними максимально, чтобы не происходила ассимиляция, идгама не было. Аллати таттали'у. Алал. Уходим. Аннулируется естественное удлинение, аннулируется хамзатуль васл, и переходим на лям. Алал аф и да. Алал аф и аля, нет. Алал аф и да. Аннулируется при остановке касра, а звук та переходит в звук
ха. И перед последний аят иннаха. Удерживаем назализацию в размере двух огласовок. Иннаха. Иннаха. Ударение в размере двух огласовок. Алейхим. Алейхим. Аля. А не звук але. Как об этом мы на прошлом уроке более подробно поговорили с вами. Алейхим. Вот здесь удержание в размере двух огласовок полной назализации. Алейхим. В размере двух огласовок. Му. Садах. Му. Садах. Садах. Му. Садах. Чтобы звук даль не переходил в твердость, не преобладала, нужно удерживать мягкость звук да. Му. Садах. При остановке аннулируется танвин, аннулируется, и звук та переходит в звук ха. И последний аят в этой суре. Фи амадин. Ударение в размере двух огласовок. Фи амадин. Фи амадин. Вот здесь у нас идгам, полная назализация в размере двух огласовок. Удерживаем. Фи амадин мума. Мума. И переходим на удвоение да. Мумаддада. Фи амадин мумаддада. Дада. Мумаддада. При остановке аннулируется звук та, переходит ха. И вот в основе здесь танвин стоит, но заменена мимом для слитного чтения с последующей сурой. И это тоже, естественно, при остановке аннулируется. У нас получается фи амадин мумаддада. Итак, уважаемые зрители, сейчас постараемся применять завершение всех, окончание всех аятов при слитном чтении. Она как будет выглядеть. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. На этом мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.